Был период в Грозном и вообще в Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 2010, 2011 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там к ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало вот этот период войн чеченских, первая, 96-го года, вторая война, ну и это тяжелый период после войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти». Итшират омлетет цабелла ногчи, бомбанаш yittача цабелла ногчи, давштещи хулакда цабелла ногчи, хеле кушбой ушбу вайна на. Ногчиче хаараяла, хадер ждай ушбу ясу маста. Ногчиче хаарцахяла, зулам бадалита воде ахдуху. Долуш, бай анчах лазинчах ногчах цаэбаш, мила вустен гахвуци анулуш, ики вак энти динена хохуш. Ёл хавшил тижаш юган вегнанана, мостаголе вина вэппен давиги, динаю елла юган вегнанана, кант васа вигнагат. Лерина лела, шачена ожила сахар жушleri, комахвац динахвац масанха ила. Вайкамат сахила шачена туху, шачена истеккач онах цалер, мазамадей ашейжина дахар, байтам алхирите шуледа чарна.
Грозном и вообще в Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 10, 11 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там к ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских, первая, 96-го года, вторая война, ну и это тяжелый период после этих войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти», грустная, тяжело ее петь, но все равно песня нужная, песня тяжелая, но красивая песня, не потому что я ее написала, но такая грустная и нужная песня. Песня призыв молодым людям не давать себя зомбировать, обращать внимание на свою мать в первую очередь, на своих родителей, на нужды своего народа и стараться отходить вот от этих грязных, кто они там, если есть, пусть их никогда не будет. И те, кто занимается сбиванием с пути истинного и парней, и девушек. Итак, песня «Кенти». Итшират омлетет цабелла ногчи, бомба наш yittача цабелла ногчи, давштещи гулакда цабелла ногчи, хеле кушбой ушбу вайнана. Ногчичу хаараяла, хадер ждай ушбу явяцумаста, ногчичу хаарцахяла, зулам дадалита воде ахдих. Был период в Грозном и вообще в Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 10, 11 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там к ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских, первая, 96-го года, вторая война, ну и это тяжелый период после этих войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти». Итшират омлетет цабелла ногчи, бомба наш yittача цабелла ногчи, давштещи гулакда цабелла ногчи, хеле кушбой ушбу вайнана. Ногчичу хаараяла, хадер ждай ушбу
yazılmazsa نقشيش حارك سخيال ظلم بعد عليك ودي أحديخو doluş Bayan çexlazin çexnoq çexta ebaş Milavus ten gahvuzi anoluş İki givak enti dinena hoş Yol xavşil tijaj yol kontriglanana Mostavolevina veppin davigi Dinayu yellayu kontrignanana Kantvasa vignaga kirada dodbigi Вейдейшана шалелина гыллах Эзделех цабу хушлерина лелла Шашена ожылла сахар жушлери Комахвац динахвац масанха ила Вейqanat цехила шашена туху Шашена истеккаш онах цалер О'мазамадей ашейжина дахар Бейтам алхирите шуледа чарна Был период в Грозном и вообще в Чеченской Республике, когда уже после окончания войн, где-то это 2009, 10, 11 годы, у нас то там подрывали себя камикадзе. Были молодые ребята, в большинстве своем домашние, которые никуда не ходили, кроме мечети и дома, ну и там ближайшим родственникам могли пойти. И вот когда эта трагедия коснулась одного знакомого моих знакомых, для меня это было шоком. Домашний мальчик, молодой, который никуда, родители сами знают, как они воспитывали своего сына. Даже в Москву не ездил. Детство его застало в этот период войн чеченских. Первая, 96-го года, вторая война. Ну и это тяжелый период после войн, восстановления нашей республики, города Грозного, народного хозяйства и все последствия, связанные с этим. И когда он взорвался, он себя подорвал. Мне это до того вообще и так жалко было, но это я поняла, что это до того близко тебя может коснуться, что никто от этого не застрахован. Это какая-то зараза, как зараза, эти темные силы, как они зомбируют этих мальчиков, непонятно. Их, конечно, Всевышний накажет всех, но от этого тем, кто теряет своих детей, легче не становится. И вот так сложилась у меня вот эта песня. Называется она «Кенти», грустная, тяжело ее петь, но все равно песня нужная, песня тяжелая, но
красивая песня, не потому что я ее написала, но такая грустная и нужная песня. Песня призыв молодым людям не давать себя зомбировать, обращать внимание на свою мать в первую очередь, на своих родителей, на нужды своего народа и стараться отходить вот от этих грязных, кто они там, если есть. Пусть их никогда не будет. И те, кто занимается сбиванием с пути истинного и парней, и девушек. Итак, песня Кенты. Итшират омлеттеца белла ночи, бомбанаш yittачаца белла ночи, давштещи гулагдаца белла ночи, хеле кушбой ушбувайна на. Ночичи хараяла, хадерждай ушбуя маста. Ночичи харцахяла, зулам дадалита, воде ахдух.